Приветствую вас, дорогие коллеги, уважаемые гости. Değerli öğretmenler, sayın misafirler, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Думаю, сегодня в этой аудитории собрались любители турецкого языка, или, по крайней мере, те, кто имеет какое-то представление об этом языке. А может быть, в аудитории есть люди, которые влюблены в этот язык, как я, и не только в язык, в культуру, в менталитет этой страны. Есть такие? Может... Pardon? Nereden biliyorsunuz? Öyle tahmin ediyorum. Надеюсь, после моего мастер-класса вы влюбитесь не только в язык, но и в эту страну. У меня рождается вопрос, где вы могли встретить турецкий язык? Были ли случаи такие? Вы встречали в своей жизни оригинальный турецкий язык? На отдыхе, конечно же, еще. Обязательно. В Казани очень много турецких кафе. Да ведь? Песня. Песня, да, конечно. Еще. Обязательно, да. Может быть, кто-то из Елабуги, там особая экономическая зона, огромная компания Кастамону, Трагеглаз, Хаят Кимья. Это тоже наше турецкое все. И вопрос, какие эмоции у вас вызвал турецкий язык? Понравилось вам или как? Очень эмоционально. Есть такое, да. Есть такое еще. Эмоциональные, твердые знаки. Вот это вот. Обязательно. Вот моей маме, честно говоря, не понравилось. Из-за того, что очень много ч, ш согласных, она сказала, ну, грубый язык, все-таки она сказала. Ладно. Вы помните время, когда турецкий язык только-только начал появляться в России? Помните эту рекламу, где Таркан разгуливает по апельсиновой роще, рекламирует сок любимый или до? Вы помните эту рекламу? А какая песня стала отправной точкой начала этого турецкого бунта в России? Самая известная песня самого известного турецкого артиста. Таркан, обязательно, это мегастар. И что за песня? Yardımcı olun bana. Бора, что ли, не Дуду, да, обязательно. Давайте окунемся в этот 2003 год, когда мне было 13 лет, а Таркану 31 год. Давайте на 20 секундочек насладимся. Я вот уже вижу, что кто-то ногой подходит. Кто-то головой покачивает. Ну согласитесь, невозможно усидеть на месте, да, ведь хочется встать и начать танцевать. Эмоции все-таки, турецкие эмоции. Целью сегодняшней нашей встречи является изучить элементарные, но очень полезные фразы на турецком языке, также охватить менталитет, культуру этой прекрасной страны, потомков Османской империи. Перед собой вы можете видеть брошюры, они ваши, пользуйтесь, пожалуйста. Там я охватила краткую информацию сегодняшнего мастер-класса, и брошюрка поможет вам при выполнении заданий сегодняшних. Можете подглядывать. Итак, начнем. Вы заметили, наверное, что сегодняшнее я вас приветствовала хош, выражением хош, geldiniz. Ну, сперва давайте так сделаем. Вот откройте брошюрку, пожалуйста, посмотрите на эту таблицу. Да. Вы заметили, что турецкий язык у нас на основе латиницы. Латиницу мы знаем из школьного курса английского языка. Но есть некоторые буквы, которые могут представлять сложность для вас. Обратите внимание, S с хвостиком, как вот здесь, S с хвостиком это Ш, шаль. C с хвостиком это Ч, чаша, Ч. Значит, И без точки, как в татарском, лс, О с двумя точками это у нас как в слове эме. У с двумя, точнее, английское ю с двумя точками это татарское, как в слове урдек. G с шапочкой
это юмшак г, то есть мягкое г, его мы не читаем. Не читаем. В каждом языке есть такие буковки, которые так хитрят. Ладно, обратите внимание. Выражение, которое вы можете встретить в Турции везде, когда будете заходить в кафе, в ресторан, в музей, в самолет, везде это хош гельденез. Попробуйте произнести, пожалуйста. Хош гельденез. На какое выражение в татарском языке? Хош гельденез. Да, хош гельденез. Молодцы. На что? На что мы обязательно должны с вами ответить, иначе будем выглядеть как невоспитанные люди. Нужно сказать хош булдук. Хош булдук. Аферин сизе. Посмотрим, как турки используют это выражение. Угу. Слышно было вам? Хош гельденез. Я хотела бы вас поприветствовать еще раз. Хош гельденез. Как и во всех языках, в турецком языке есть официальный деловой стиль, есть разговорный. Значит, начнем мы с приветствия. Как в русском языке мы приветствуем друг друга официально? Здравствуйте, еще. Добрый день, обязательно. Еще. Приветствую. Конечно, а неофициальный разговорный привет. Привет. В татарском языке как мы приветствуем? Разговорный салям, а официальный? Саумасыз, Саумасыз. В английском есть у нас знатоки английского языка? Hello. Good morning. Да. В разговорном можем сказать hey. Hey. В турецком языке то же самое. Смотрите. Мерхаба. Вот обратите внимание. H, то есть х, как в татарском языке хейкель произносится мягко. Х. Мерхаба. Не мархаба, а мерхаба. Попробуйте произнести. Мерхаба. Можно? Да. Можно сказать мерхаба. Можно еще поприветствовать как и гюнер. Обратите внимание. И, как две буквы и. И. Не три, а две. И. Гюнлер. Мы уже знаем, что ю с двумя точками это у. Гюнлер. И гюнлер. Или же, если вы хотите поприветствовать по религиозной тематике, так скажем, можно сказать салямун алейкум. Как в татарском ассаляму алейкум. Это нормально. Не обязательно быть каким-то религиозным, чтобы использовать это выражение. Мы все мусульмане можем. Салямун алейкум. А в разговорной речи можем просто сказать салям. Несмотря на то, что здесь написано «селам», мы все-таки произносим «селям», «селям», как будто там я, «селям». Я бы сейчас хотела бы, чтобы вы в парах поздоровались друг с другом, таким образом познакомились. Можно я вас попрошу вот сюда уйти? Смотря какие у вас отношения. А, вот, все, вижу. Я думал, вот Погодите, Адам не знает. Это еще дальше. Друг друга поприветствовала. Хорошо, спасибо большое. Афри, у вас отлично получается. Вы уже впереди паровоза бежите, уже спрашиваете. Смотрите, давайте представим, что вы в Стамбуле, и поехали по работе, и с вами хотят познакомиться. Подходит вам турок или... турок подходит, говорит: «Merhaba, benim adım Baran. Senin adın ne?» «Benim adım Baran. Senin adın ne?» И вы, услышав слово «баран», можете обижаться, можете: «Кто такой? Кто здесь баран? Ты сам баран?» Нет, баран – это обычное нормальное турецкое имя, как Комиль, Ноиль, Руслан. Баран – это имя. Но сам баран будет коч, он не имеет отношения. Баран – это имя. Все, не обижаемся, значит, на слово «баран», запомнили. Следующее. Насчет салямун алейкум хотела бы остановиться вот на этом видео. Давайте посмотрим. Afiyet olsun aşık. Sağ olun aşık.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Yok yok. Yaklaşma sen bana. Как вы думаете, что тут происходит? Какие-то идеи есть? Он не Почему она бегает вокруг мужчины? Почему? Надо было отодвинуть стул, предложить ей стул. Нет, еще. Это связано все-таки с поверьями, с традициями. Может, стоит поверить? Она Стоит дала можно другой ответ. Нет. Смотрите. Во-первых, турки, они очень любят верить во все. Ну, любят они. Например, когда я жила в Стамбуле, у меня была соседка. Она очень любила принимать гостей. И после того, как гости уходили, она кипятила в турке воду, наливала туда уксус, чтобы запах уксуса распространился по всей комнате, чтобы сглазы, нечисти, негативная энергия, которую гости оставляли, ушли. Тут тоже, ну, это не истина и не правда, это поверье. Кто-то верит, кто-то нет. Если пробежать вокруг своего мужчины 3 раза и, глядя ему в глаза, говорить «салям алейкум», то семейная жизнь улучшится. Она испугала его своим поведением. Просто надо. Ну, обратите внимание. ее муж был? Это муж, да. Смотри, первый раз она поздоровалась с мужем, муж не обратил внимания, салям алейкум и все. Второй раз, когда она перебежала, он уже, что происходит, он уже напрягся, да. В 3-й раз он подал реакцию. Все-таки она кинул грецким орехом в нее, она упала. Дальше по фильму он за ним ухаживал. То есть, получается, она своего добилась все-таки, внимание мужа-то добилась. Вот такие. Совсем другая история. Это пройдет. Да. Главный результат. Да, вот видите, они интересные люди. Второе. Отталкиваясь от этого барана все-таки, Беним Адам Баран, нужно же спросить имя, как зовут. Смотрите, Адыныз не. Обратите внимание, и без точки, значит это не Адинис, Адыныз. Адыныз не. Адыныз не. Адыныз не. И ответ. Беним Адам Ремия. Benim adım Ремия. Sizin adınız ne? Попробуйте повторить. Тут уже и с точкой. Sizin adınız ne? Да. Benim adım Айгül, например. И обязательно обратите внимание, memnun oldum. Прочитайте, пожалуйста, как мы прочитаем? Oldum. Memnun oldum. Сейчас я бы хотела вас, чтобы вы построили диалог. Спросите, как зовут вашего партнера. Таким образом вы познакомитесь. Отношения с официально-делового перейдут, может быть, дружеские. Давайте попробуем. Теперь уже точно видно. Adınız ne? Так, senin adın ne? Benim adım İrek. Aldım. Мы как истинные турки. Мы прям вот как будто жили всю жизнь в Турции. Чего мы не добиваемся на этом мастер-классе? Нет, если я... Аферин, у вас отлично получается. И Понятно. уже знаем буквы, знаем звуки, отлично получается. Что Сейчас происходит, то- давайте перейдем, как дела. Все-таки мы познакомились, поздоровались, спросили, как зовут.
И теперь можно спросить, как дела? Все-таки, как дела? В английском языке стандартное, то, что мы знаем со школьной скамьи. How are you? Еще какие выражения вы знаете на английском? Кроме how are you? What's up? Это разговорно. Еще. How do you do? Еще. How it's going? Да. В турецком языке официально, когда мы здороваемся с начальством, с директором, но с незнакомыми людьми, мы используем слово «насылсыныз». Там везде, обратите внимание. Насылсыныз. Мерхаба. Насылсыныз. Насылсыныз. Давайте все вместе, пожалуйста. Насылсыныз. Да, насылсыныз. А вот разговорной речи вариантов побольше. Насылсын. Да, насылсын. Ты уже. Как у тебя дела? Насылсын. Обратите внимание на второе выражение. Не вар, не йок. Что есть, чего нет. То есть что нового? Да, не вар, не йок. Есть, не вар, не йок. Прочитайте, пожалуйста, вот это сами. Набер. Набер, да. Это сокращенно от не хабер. То есть что нового, какие новости? Набер. Набер. Отлично. Напьешься. Напьешься. Да. Что делаешь? Я делаю, что делаешь? Последнее. Хаят. Когда хаят gidiyor. Вы замечали, что в последнее... Уважаемые гости, вы замечали, что в последнее время слово «хаят» используется как имя, женское имя? Хаят. А что означает? Значит? Жизнь. Да. Имеет значение жизнь. Хаят. Хаят. Посмотрим с вами видео. Тут друзья. Конечно, у них не официальный, а разговорный. Они друзья. Посмотрим. O Masum, ne haber ya, nasılsın? Nasılsın vallahi bildiğin gibi işte. Bunalımdayım. Geceleri yatamıyorum. Sürekli kabus görüyorum. Угадали? Слышали, что он сказал в начале? Обратите внимание еще раз. O Masum, ne haber ya, nasılsın? Набаря, насылсын. Он сказал. Набаря, насылсын. Привет, как дела? Набаря, насылсын. Сейчас я бы хотела, чтобы вы спросили друг у друга, как у вас дела, как у друг дружки дела. Кстати, вот Игорь совершал. Сейчас нужно ответить, как у тебя дела. Хорошо, нужно ответить. Слово «хорошо» мы уже знаем от «игнать». И – это хорошо. А «я хорошо», то есть со мной все хорошо будет «им», то есть «им». Дальше, смотрите, как в английском языке. Fine, thanks, and you. Стандартное выражение. Тут то же самое. İyiyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Попробуйте произнести это слово сами. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Спасибо. Siz nasılsınız? Насылсыныз. Отлично. Официальный деловой язык мы уже с вами выучили, получается. Сейчас переходим к разговорной. Также можно ответить «илик». «Илик». Попробуйте сами прочитать вот это выражение. Гейс шапочки не читается, значит «саул». Сау. Перед стоящим глазом мы немножко тянем. Сау. На какое выражение похоже в татарском? Соубул. Сау. Спасибо. Сен насылсын. Переходим уже на ты, да ведь? Сен насылсын. Или же сенден не var, не yok.
Да, у тебя что нового? Да, давайте все вместе. Senden ne var ne yok? Senden ne var ne yok? Aferin size, harika. Или senden ne haber? Var mı? Ne haber? То есть не haber. Не haber мы уже встречали. Вы вот в таблице, если посмотрите, senden ne haber? Или же sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Мы уже перешли на ты полностью. Все уже. Sen ne? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Вы уже спросили же, друг, как у друга дела, но не ответили, хорошо или плохо. Нет, конечно. Нет. Так, ищем, где у нас как дела. Так. Супер. Почему ты? Супер, Африн, harika получается у вас, просто harika получается, супер. Teşekkür ederim. Как в английском, я уже с английским сравниваю, как thank you very much, thanks. Тут в турецком то же самое. Стандарты это. Прочитайте, пожалуйста, сами, вы же знаете же. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Да. А большое спасибо. Будет Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Можно еще сократить, сказать teşekkürler. Teşekkürler. И заимствование с французского языка очень часто появляется. Мерси. Тоже популярное слово, но разговорное. Директору мы мерси не скажем. Teşekkür ederim скажем официально. Да. Прежде чем переходить к другой, следующей теме. Есть в турецком языке слова, которые звучат по-русски, но имеют совсем другое значение. Совсем другое значение. Например, вы в Стамбуле, в стеклянном земля стоите, к вам подходит человек, говорит, пардон, извините, пардон. Дурак nerede? Дурак nerede? Вы опять-таки, как в ситуации с бараном, ты ведь дурак, кто тут дурак? Нет, не спешите ругаться, дурак это остановка. От глагола дурмак, стоять, дур значит остановка. Дурак это остановка, запомнили. Или, например, вы в кафе, к вам подходит официант, говорит, чай бардакla mı içersiniz? Бардак мı? Вы смотрите на свой стол, думаете, ну не бардак, это все нормально. Нет, это кружка. Бардак это кружка. Или, например, стоят двое мужчин, разговаривают, гузаль баян. Говорят, гузаль баян. Гузаль это красивый, мотор. Это красивый. И речь не о каком баяне. Красивый баян. Нет, баян это дама. Да, то есть они стоят и говорят, красивая женщина. Гузаль баян. Баян, это дама. Следующее, например, вы увидели котенка и говорите, чё пончик я, чё пончик. Такой милашка, пончик, ты милый. Или, например, продавец хочет вам продать кровать. Говорит, ну купи кровать, купи. Вы говорите, не буду я покупать кровать, зачем мне кровать нужна? Как я вывезу из Турции в Россию кровать? Нет, он не собирается вам кровать продавать. Кровать – это галстук. Кровать – это галстук. Вот эти слова нужно запомнить. Их много, это только часть. Смотрите, мы с вами построили такой сухой диалог. Добро пожаловать. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Румия, тебя зовут Айгуль. Как дела? Хорошо. Сухой диалог. Но вы же по видео видите, что турки, они эмоциональный народ. Вот таких сухих диалогов вы, можете услышать, конечно, но редко, очень редко. Вопрос,
Вы в татарском языке используете уменьшительно-ласкательные слова? Конечно, хорошо. Лично я нет. Да, нету привычки. Но я уверена, что вы используете не так часто, как тут. Нет, не так часто, как они. Они используют уменьшительно-ласкательные слова сплошь и рядом. Даже если вы не знакомы, даже если вы встретились на улице, все равно какой-то джаным будет. Обратите внимание, самое популярное выражение – джаным. Си, без ничего, без хвостика – это дж. Как джали, джаным. Душа моя. Прочитайте сами, пожалуйста. Мы же уже умеем читать. Паплым. Да, сладкое моя. Это бебеин. Г мы не читаем. Бебеин. Девочка моя. Еще. Шекерин. Аферин. Aşkım. Aşkım. Kuşum. Balım. Аферин. Harikasınız. Kuşum, balım. То есть вместо того, чтобы сказать merhaba, merhaba, nasılsın, iyi, можно сказать merhaba canım, nasılsın, iyiyim canım ya, sen nasılsın? Уже диалог приобретает совсем иное значение, да? Лед тает между нами. Обратите, пожалуйста, вот как турчанки разговаривают. Canım, biz seni yanlış anladık. Ya öyle bir durum oldu. Kırılmadın değil mi? Yani sonuçta o pilates kız için biz seninle arkadaşlığımız olacak değiliz. Burada kaç senelik hukukumuz var değil mi? Değil mi ya? Değil mi? Aşkım, bana bak. Kızgın mısın sen bize? Bak dayanamam sakın. Ay gel bir sarılacağım. Gel. Canım benim. Ay biz kopabilir miyiz seninle kız? Ay şekerim ben unuttum gitti. Olmuş bitmiş mesele değil mi? Hem böyle negatif şeyleri konuşmayalım. Yalnız dünya kadar işimiz kaldı. Ay. Сейчас давайте попробуем построить тот же диалог, только с уменьшительно-ласкательными словами. Попробуем? Почему нет? В татарском языке используем, но в турецком тоже. Ну, самое нейтральное это джанным, конечно же. Слово «о» начинается и одна берем «о» «о». Вы разобрались? Можно и так. Тогда я потяну, у нас в конце встречи заговорите. Если медленные, да, это, ну, можно понять, а когда они быстро разговаривают. Да, они очень быстро разговаривают, конечно. Смотрите, что мы все серьезно, да про серьезно строим диалоги, а ведь турецкий язык, он полон на эмоции. Вы же видите, турки без эмоций, это такого быть не может. Я бы хотела вас познакомить с несколькими выражениями экспрессий. Благодаря ним вы лучше будете понимать сериал, лучше будете понимать своего собеседника, потому что турки всем своим видом дают понять, что с ними происходит. Удивляются они, или расстраиваются, или сердятся. Смотрите, пожалуйста. Первое. Когда мы удивляемся, мы говорим «а-а», «а-а», вот «а-а», «а-а», «а-а». Например, она отказалась выступать на семинаре. Как такое может быть? Был такой. Как такое может быть? Удивляемся, прям выражаем какое-то возмущение. Попробуйте вы тоже. Да. Вот в сериалах вы это точно видите. Посмотрите, пожалуйста. Она говорит быстро, конечно. Ya o ne demek? Я, он и демек.
Ya o ne demek? А это место. Попробуйте построить какое-нибудь выражение. Давайте использовать АА. Попробуйте, пожалуйста. Можно связано с этим днем. После этого еще семинар. Сидеть до вечера? Как так? Мне кажется, вы придумаете отличные примеры. Можно я вас попрошу Kafam помочь? çalışmıyor yani. Sadece başka şeyler düşünüyorum. O yüzden kafama hiçbir Lütfen şey burayı gelmiyor. düşünün. Başka şeyleri sonra konuşursanız düşünürsünüz. Burayı düşünün lütfen bugün. Bugün öğle yemeği olmayacak. Olacak. Olmayacak mı? То есть сегодня обеда не будет. Как? Harika. Дальше. Имеет значение. И. А что было дальше? Расскажи, Sonra ne oldu? Daha sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Да. Вот. Yıldız это женское имя. Yıldız, аннат. Кто знает название этого сериала, кстати, очень популярное? Ясаки Аймажи называется вроде, да? Yemek nasıl? Yemek nasıl? Рассказывай, как прошел ужин? Yemek nasıl? Такое популярное выражение даже сейчас в России сама использую. О том, что было. Прям вот как паразит у меня уже. Дальше. Посмотрите, пожалуйста. Да ладно, серьезно. Аллах. Аллах. Да ладно, серьезно. Как так? Например, в Актаныше сегодня собралась элита. Аллах. Элита республики. Аллах. Такие люди приехали. Аллах. Удивляемся прям искренне. Аллах. Или, например, офья. Ну вот. Офья. По моему лицу сразу видно. Офья. Например, из Актаныша до Казани ехать 5 часов. Офья. Yok ya. Не напоминайте. Olacak şey mi? Olacak şey mi? Evet. Офья. Попробуйте вы тоже придумать. Офья. Опять сегодня в 12:45. Офья. Ждать еще. Сколько тут? Да. Офья. Посмотрите дальше. Ёкья. Уже другое выражение. Видите? Ёкья не может быть. Ёкья не может быть. Например, сегодня в столовой будут кормить горячо. Ёкья. Серьезно? Горячо пишет. Ёкья. Гимназия кормит горячим. Ёкья. И ответ. Ёкбе. Ёкбе будет картошка с котлетой. Ёкбе. Нет. Ёкбе. Оха, это немножко грубо. Старайтесь не использовать, но знать нужно. Лучше выразить свое восхищение, удивление вот этими словами, чем оха, это все-таки, согласитесь, все-таки грубо, да ведь? Грубо. Я бы сейчас хотела, чтобы вы выбрали для себя хотя бы 2 и постарались построить какое-то выражение. Я бы хотела, чтобы вы запомнили. Выберите для себя какое-нибудь полюбившееся. Офья. Сегодня дома убираться. Офья. Полнобочиться. Ёкья. Аллах. Может быть, вы предложите с Аллах что-нибудь? Самое популярное выражение. Buraya президент gelecek. Аллах. Президент сюда приедет. Аллах. Серьезно? Да ладно. Причем турки умудряются использовать все эти выражения в одной речи, в одном монологе. Известный феномен. Посмотрите, пожалуйста. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Bizzat. Allah Allah. İyi. Yok Allah. Allah. Vay be. Ya o kadar zenginsin ha. Bu kadar zenginsin. Заметили? Аллах. Юкья. Вайбе. Мощный диалог. Содержательный. Это мы уже знаем.
содержательный диалог, действительно. И следующее. Етерья. Это тоже довольно-таки популярное выражение. Етерья. Например, дети на уроке говорят, и я, етерья, коншмейн, хватит, етерья. По его лицу даже заметно. Да. Етерья. Етерья. В общем, я вот это выражение етерья воспринимаю на свой счет и медленно подвожу к концу этой встречи. Нам с вами осталось изучить выражения, которые соответствующие прощанию. Да, нам нужно попрощаться друг с дружкой. Посмотрите, пожалуйста, вот на это видео. Güle-güle, hoşçakalın. Güle-güle, hoşçakalın. Güle-güle, hoşçakalın. Güle-güle, hoşçakalın. Дети, гуляй-гуляй, хош-чакалык. Вы можете видеть, что дети прощаются друг с дружкой. Как у нас в России происходит? Все, я пошла, пока-пока. В Турции нет. В Турции культура прощания – это особый ритуал, вы же знаете. Мы выходим провожать гостей. И пока гости не достигли, например, 3-го этажа или 1-го этажа, мы ждем с открытой дверью, смотрим, ушли ли они, только потом мы можем закрыть дверь за собой и зайти. То есть ушли и закрыть дверь, все, нету такого. Это мы выражаем таким образом уважение к ним. Мы ждем, пока они отдалятся довольно. Или может быть такое, мы вышли с ними, попрощались, поцеловались, дальше возникает какая-то тема, новые идеи, новое обсуждение, еще 20 минут мы обсуждаем это все, потом еще раз прощаемся. То есть я хотела бы сказать, что прощание в турецком языке это длительный процесс, все-таки длительный. Как мы прощаемся в русском языке? Официально. До свидания. До новых встреч еще. Да, еще. Все? Всего доброго, конечно. А в разговорной речи мы говорим пока. В татарском языке как мы прощаемся? Супер, еще. Яра, давай пока. Это разговорная. Хайрлы күннәр. Хайрлы күннәр. Сау булыгыз. В английском как мы прощаемся? Goodbye, да, goodbye. Разговорный. See you. Bye, see you. В турецком языке. Мы же уже умеем с вами читать. Попробуйте прочитать первое слово. Я верю в вас. Так, хош, слово хош мы уже знаем. Хош, чакалын. Хош, чакалын. Хош, чакалын. Значение хош булып калыгыз. Хош, чакалын. Хош, чакалын. Это официально. Мы с вами поздоровались как Игорь. Можем попрощаться так же. И... Погодите, давайте все вместе. Хош, чакалын. Супер. Хочется добавить это жена. Если хочется, добавьте. Но здесь по хоше калджану, да? Хош, чакалын. Угу. И акшамлар. Акшам в татарском языке тоже. Акшам и акшамлар. И доброй ночи. И геджелер. И геджелер. Потому что си без ничего это дж, как джанын. И геджелер. Разговорной речи мы используем. Тоже попробуйте сами прочитать. Görüşürüz. Yes, görüşürüz. Görüşürüz. Увидимся. Görüşürüz. Или bye-bye. На английский манер. Bye-bye. Или же Гули. гули-гули нет. Гули-гули. Гули-гули. Попробуйте попрощаться друг с дружкой. Görüşürüz. İyi geceler canım. İyi geceler. İyi geceler canım. Görüşürüz canım. Ha, görüşürüz canım. İyi akşamlar. İyi geceler. Gece это ночь. Вы попрощались друг с дружкой? Гули, гули. Бейим. Бейим же. Да, самое
А так görüşürüz. И свое выступление я хотела бы закончить словами. Я бы хотела, чтобы все мы переняли у турков то, что не нужно никуда торопиться. Нужно наслаждаться обществом друг друга, наслаждаться каждой минутой нашей жизни. Давайте не будем торопиться все-таки. Çok teşekkür ederim. Dikkatiniz için çok teşekkür ederim. Спасибо большое за внимание. Я бы хотела, чтобы вы попрощались друг с дружкой. Попрощайтесь со мной, пожалуйста. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Карим. Так правильно сказал, да? Спасибо большое. Если у вас остались какие-то вопросы, мы можем их обсудить. Спасибо.